эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Президент страны Владимир Путин провел оперативное совещание по вопросу о ликвидации последствий подтопления и природных пожаров в ряде регионов. Ситуация с пожарами в Якутии остается сложной, но угрозы населенным пунктам нет. Со стихией борются более 4500 человек. Роспотребнадзор ввел ограничения в связи с задымленностью в республике. Масштаб природных бедствий в ряде регионов России в настоящее время носит беспрецедентный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. На заседании обсудили в том числе ситуацию с природными пожарами в Якутии. Президент подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки оценить нанесенный ущерб и уделить особое внимание безопасности населения, а также поставил задачу минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами. Обращаю особое внимание и на то, что нужно постараться максимально сохранить лесные богатства. Разумеется, и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов. Обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей. Но насколько это возможно, конечно, я понимаю ситуацию, которая там складывается. На совещании Владимир Путин поддержал предложение главы Якутии Айсена Николаева о направлении детей из Бяскёль на отдых. Николаев поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую федеральным центром в борьбе с лесными пожарами. Доложил о проводимой работе, а также о плане восстановления пострадавшего села и попросил поддержки президента в отправке детей из Бяскёль в российские детские лагеря «Орленок» и «Океан». Об итогах совещания с Путиным глава региона поделился с нами сразу после. Президент России также обещал помочь с направлением взрослых на санаторно-курортное лечение и со строительством социальных объектов, пострадавшим от пожара селе. Из 673 жителей населенного пункта, вот Татьяна Алексеевна, по-моему, уже информацию получила, у нас на диспансерном учете стоят 45 жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 11 заболеваниями органов дыхания. Я просил бы правительство России оказать содействие в направлении их на специализированное санаторно-курортное лечение. Также Айсен Николаев поставил перед Путиным вопросы поддержки села Бяскёль в улучшении социальной инфраструктуры. Он отметил, что правительство республики уже направило в федеральные органы власти проектно-сметную документацию по строительству в селе многофункционального культурно-спортивного центра и сети уличного освещения. А также отметил, что готов проект новой школы на 150 мест, поскольку имеющаяся в Бяскёле школа очень ветхая, 1981 года постройки. Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева и заявил, что они будут включены в перечень поручений президента. К слову, про центр и школу главе и полпреду правительства Юрию Трутневу напоминали также и сами жители пострадавшего села. Насчет клуба. Функциональный центр хотели построить. Вот. Давно уже здесь, да? Клуба нету здесь. Село. Зала нету. Хотели бы клуб, местные жители поют, там танцуют, только клуба нет, нигде собраться вместе, культурные мероприятия не проводятся. Владимир Путин заявил об ускорении ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска, которая находится на реконструкции. Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что взлетно-посадочная полоса может быть открыта после 16 августа, после чего в аэропорту Якутска смогут базироваться самолеты Б-200. Сегодня проведены контрольные отборы проб полосы для определения возможности эксплуатации нашими судами, сказал Зиничев. Также на совещании поинтересовался у мэра Якутска Евгения Григорьева о лесопожарной обстановке и задымленности в столице региона. Евгений Григорьев подчеркнул, что ситуация в целом под контролем, но переломно изменить ее сможет только вертолет с водосливным устройством. С точки зрения сегодня тушения пожара мы обеспечены в полном объеме. По Якутску уже сегодня угрозы я не вижу, но ждем авиацию. Если задымленность позволит подняться авиации, применение вертолета с водосливным устройством облегчило бы нам проведение работ. Зона находится авиационная. Мы сегодня труднодоступное место, работаем там тяжело в этом плане.
Да, понятно. Евгений Николаевич, я по вашей просьбе вчера разговаривал с руководителями Ростехнадзора и Росавиации и с министром транспорта. Они подойдут к решению вопроса о возможности использовать удлиненную полосу для Б-200 без всяких формальностей, но, безусловно, с соблюдением необходимых требований, связанных с обеспечением безопасности. Тяжелая техника работает на тушении пожара в населенных пунктах Тура и Танхая, примерно в 60 километрах от Якутска. Бульдозер и трактор проложат минерализованную полосу до речки Чакы. В тушении пожара задействован отряд добровольцев из числа сотрудников окружной администрации, подведомственных предприятий и жителей села Маган в количестве 60 человек. И еще дополнительно 10 добровольцев отправились туда сегодня из столицы региона. Процессом руководит главный лесничий Якутского лесхоза Юрий Кузьмин. В настоящее время в восточном направлении пожар удалось локализовать. В целом в республике сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Всего действует 166 пожаров на общей площади более 4 миллионов гектаров. Тушится из них 60, локализовано 10. За последние сутки удалось ликвидировать 5 очагов, обнаружено 10 новых. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель правительства республики Дмитрий Садовников. Также он отметил, что из-за задымленности не работает основная сила авиации. Однако за прошедшие сутки в 6 районах Якутии применялся самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для искусственного вызывания осадков. Всего на местах тушения пожаров задействовано 4790 человек и 788 единиц техники. Сегодня по республике введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Работает представители МЧС России. И сегодня мы совместными усилиями принимаем решение по быстрому ликвидации данных пожаров. Сегодня решается вопрос по аэропорту города Якутска. И по мере принятия решений и работы аэропорта возможен перевоз той техники, авиационной техники, которая у нас сегодня базируется в городе Мирном. Главный государственный санитарный врач по республике Маргарита Игнатьева подписала постановление, в котором рекомендовала работодателям ввести удаленный режим работы в связи с задымленностью из-за лесных пожаров. Также Минобрнауки Якутии рекомендовали рассмотреть вопрос об условиях дальнейшей эксплуатации образовательных и оздоровительных организаций, минимизировать пребывание детей и молодежи в образовательных учреждениях на открытом воздухе, ограничить занятия физической культурой и спортом при возможности направить детей из населенных пунктов в зоне воздействия лесных пожаров в детские лагеря или в санатории, не подверженные задымлению. Кроме того, ведомству рекомендовали усилить медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей и персонала организаций и в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания обратиться в медорганизации. Только что поступила информация о том, что в горном районе республики, наиболее пострадавшим от лесных пожаров, прошел дождь. Между тем, задымление будет наблюдаться в городе Якутске, а также в отдельных населенных пунктах Центральной, Заречной и Вилюйской группе улусов. Сегодня синоптики прогнозируют в столице региона днем небольшой кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Завтра в Якутске, Горном, Усть-Майском, Верхневилюйском районах ожидается чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности леса. Перейдем к эпидобстановке в Якутии. 142 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки. В Якутске 80 случаев, в Нерюнгринском районе 9, в Алданском 8, в Амгинском, Мирнинском и Сунтарском районах по 5 заболевших. В Вилюйском районе 4, в Аллайховском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 3, в Верхневилюйском, Кобяйском, Намском и Татинском районах по 2 случая, в Горном, Ленском и Нюрбинском районах по 1. За сутки лабораториями республики проведено 3431 исследование.
В Хангаласском Улусе проходят массовые проверки водителей. Выставленные круглосуточные посты ДПС, дорожные полицейские продолжают выявлять нетрезвых водителей, а также проводят профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года. Всего с начала года на территории района зарегистрированы 13 ДТП с пострадавшими. 1 человек погиб, 18 получили телесные повреждения. 2 ДТП произошли по вине пьяных водителей. Также призываем водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с задымленностью, которая наблюдается по всей территории республики, в том числе на территории Хангаласского района. Госавтоинспекция Хангаласского района рекомендует водителям двигаться со скоростью, позволяющей контролировать ситуацию и вовремя затормозить. Не следует забывать о соблюдении дистанции, включении фар и габаритных огней. Просим всех водителей воздержаться от поездок. Глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Инстаграм поздравил с Днем археолога и Днем воздушного флота России. Он отметил, что День археолога не является официальным праздником, но это ничуть не умаляет его значимости для тех, кто делом своей жизни выбрал редкую профессию и уникальную науку археологию. В День археолога хотим пожелать вам не только интересных находок, но и грандиозных открытий. Пусть ваше имя войдет в историю, а ваш труд будет оценен по праву, прокомментировал глава региона. Авиация всегда была и остается гордостью Российской Федерации, одной из важнейших отраслей, связующей страны, регионы, города, труднодоступные населенные пункты. От всей души поздравляем с профессиональным праздником своих коллег и партнеров. Желаем вам новых трудовых побед, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, чистого и мирного неба. Счастливых вам полетов, посадок и улыбок, благодарных пассажиров, плодотворной работы всем наземным службам, добавил Айсен Николаев. На Паралимпиаде в Токио выступят 3 спортсменки из Якутии: Степанида Артахинова, Алена Дмитриева и Анастасия Диадорова. 16-е Паралимпийские летние игры 2020 года пройдут с 24 августа по 5 сентября. От России отправятся 430 человек. Будут разыграны 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. В программу игр включили 2 новых вида спорта – бадминтон и тэквондо. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.